yine Tiflis'ten gelen misafirimiz, Tiflis'te Çerkes Kültür Merkezi'nin araştırmacı görevlisi Profesör Doktor Sayın Nugzar Antelava. Kendisi Savaşlar Statüsü ve Ölümün Çerkes İdeolojisi adlı bir bildirim okuyacaklar. Çerkezული კულტურის ცენტრს არსებობს ქალაქ თბილისში, საქართველოში. Ben Tiflis'te olan Çerkes Kültür Merkezi'ni temsil ediyorum. იმის გამო რომ გასაგები მიზეზების გამო უბრალოდ ჩემი დღევანდელი მოხსენება იქნება რუსულ ენაზე. Bugün sunumum Rusça'da olacak. Romlis rezüme İngilizce enazı თქვენ გაქვთ. Onun İngilizce özetimiz var. ხოლო თურქულ ენაზე ჩემი უმცროსი კოლეგა და მეგობარი კათოლიკ ალექსანდრე კახაძე წარმოგიდგენია. Ve onun Türkçe özeti sonunda olacak. Значит, тема сегодняшнего доклада «Статус воина и черкесская идеология смерти». Речь пойдет о позднефеодальном периоде. Северо-Западный Кавказ на протяжении тысячелетий был регионом непрерывного противостояния международных геополитических интересов. На этом фоне проходил процесс этногенеза черкесского народа, его перманентная борьба за выживание и сохранение свободы. Постоянная внешняя угроза и феодальные междоусобицы стали сопутствующим явлением этнической и политической жизни этого народа. Такое положение обусловило формирование военизированной адыгской культуры и этнического самосознания, насыщенного военной ментальностью. Особый статус воина и престижность военного дела в большой степени определили формирование и развитие почти всех областей традиционной культуры милитаризированного черкесского общества и способствовали образованию особого психологического типа личности, максимально приспособленной к экстремальной ситуации. Также затянувшая Кавказская война, вызвавшая не только разрушение исторической территории черкесов, но и их фактический геноцид, все же не смогла окончательно уничтожить вышеуказанный психологический тип. Боевой дух черкесов лишь временно притих. Создателями и носителями военной культуры в черкесском обществе в первую очередь было дворянство. С рождения и до конца жизни облику, модели поведения благородных сопутствовал культивировавшийся имидж рыцаря. С последним связывалась система элитарного воспитания, разработанный кодекс рыцарской чести, культ военной доблести. Быть или не быть порядочным наездником, то есть героем, писал Кешер, было для всякого свободного адыга равнозначно вопросу о жизни и смерти. Можно сказать, что адыгское дворянство не знало иных целей и стремлений в жизни, кроме наезднических подвигов, и слава героя была заманчивее для него всех мирских благ. Благодаря высокому престижу, дворянская культура оказывала значительное влияние на стиль поведения всех слоев общества, что, несмотря на социальные различия, предоставило элитарному рыцарскому кодексу возможность поставить рыцарские воззрения во главу общеэтнических ценностей. Желание заслужить славу удачливого наездника, храброго воина, человека неутомимого во всех делах, к тому же гостеприимного и галантного, превратилось в господствующую тенденцию жизненных устремлений не только феодальной знати, но и в христианской среде, пишет Каждый. Правила жизни черкесского дворянства, проходившие непрерывных набегах и на войне, основывались на идеологии неизбежности кратковременной жизни, согласно которой долгожительство считалось нежелательным. Именно поэтому бессмирнеевские князья Кануковы часто говорили: мы планируем жить не более 25 лет.
Постоянные перипетии, стремление к военной доблести приводили к тому, что смерть черкесов в расчете лет считалась неотвратимой. Героическая гибель на поле брани должна была спасти их от старческой безымянной смерти, во время которой люди предаются вечному забвению, не попадают в центр общественного внимания, в пространство коллективной памяти. Коллективной же памяти, которую питали после черкесских бардов, воины, сложившие свои головы на поле боя, оставались живыми качества образцовых задач. Примером для подражания. Статус славных мертвецов поддерживался работой памяти, которая осуществлялась в двух институциональных формах. Первое – постоянно обновляемые поэтические песни, вторая – навсегда зрение надгробий и памятник. В этом статусе исключительные герои приобретали ту социальную реальность и символическую силу, без которых существование черкесского феодального общества невозможно было представить. Благодаря своим великим делам и гибели они становились национальными героями. Национальные герои же создавали прошлое черкесов, фоне повседневной жизни, корни культурных традиций, в которых это сообщество узнавало себя, поскольку через постоянное напоминание о деяниях этих почивших героев социальное существование в своей цивилизованной форме приобретало смысл и ценность в глазах живых. Одна и та же стратегия по отношению к смерти определяла Черкесии и обхождение с трупом, и развитие устного народного творчества. В первом случае индивид, потерявший жизнь, получал доступ к социальному существованию в новых условиях, возможность обратить свое исчезновение из мира живых, свое отсутствие в устойчивое позитивное состояние, то есть обрести статус истинного мертвеца. Во втором же случае утверждается присутствие покойного в центре общей жизни. По сравнению с обычными людьми герой является своеобразно особым существом. Он пытается реализовать себя, ищет совершенство, но непосредством аскетического уединения, не попыткой уйти от жизни, а через доведение до предела логики человеческих действий и человеческой жизни. Своими действиями он здесь, на земле, воплощает идеальное совершенство. Жизнь героя полной веры принадлежит ему. Она принадлежит ему и в могиле, так как именно столкновение со смертью позволяет ей обнаружить свое истинное существо. Bu metin Çerkes savaşçılarının hakkındaydı. Tarih boyunca Çerkesler bütün savaşmaktaydılar ve o yüzden şehit düşen Çerkes savaşçılar çok saygı gösterilmekteydiler ve onların hakkında efsaneler ve anıtlar vardı ve aynı zamanda şehitlerin mezarında daha yüksek mezar taşları dikiliyordu ve o şehit düşen adama öldü demiyordular ama acele ediyordu diye diyordular ve çok tarihi örnekleri de sundu da savaşta şehit düşen Çerkes'e onun kıyafeti hiç değiştirmeden onun kıyafetinde toprağa veriyordu.